Выработать четкие рекомендации по улучшению антикоррупционной защиты и минимизации рисков коррупции, обсудить актуальные проблемы и вызовы, с которыми сталкиваются органы власти в борьбе с коррупцией. Семинар открывается с доклада об особенностях проведения проверочных мероприятий. Первая проверка, которая проводится в отношении муниципальных служащих, это проверка декларации о доходах, то есть сведения о доходах, которые вы сдаете. Недавно у вас прокуратура проверяла эти доходы, эти сведения. Что вы должны сделать, чтобы не было нарушений, когда вы подаете эти декларации? У вас должны быть документы, следующие документы, это 2 НДФЛ обязательно заверенные, с бухгалтерии вы должны взять. Если есть транспортные средства, с ГАИ справка, если идут какие-то социальные выплаты, вы берете с пенсионного фонда. Также должны быть выписки с банковских счетов. Организация антикоррупционной работы в муниципальном органе региона и подведомственных ему учреждениях – это уже следующая тема, вынесенная для обсуждения на семинаре. При входе в административное здание в обязательном порядке должен висеть ящик доверия. Он у нас определен распоряжением главы республики. И также должна быть действовать горячая линия. Именно горячая линия для оперативного реагирования на коррупционные правонарушения. И обязательно в порядке должен быть стенд при входе. Стенд именно с тематическим материалом по вопросам противодействия коррупции. Злоупотребление служебным положением, дача взятки или иное незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам общества. Примеров коррупционной деятельности много. Все чаще такие действия совершаются в завуалированной форме. Допустим, на ваши банковские счета поступили определенная сумма денег поступила. Образно говоря, поступило 500 тысяч рублей. Но ваш доход за последние 3 года, официальный доход, составляет только 300 тысяч рублей. Вы теперь должны доказать, откуда у вас появилась эта разница. То есть разница в сумме 200 тысяч рублей. В отношении вас будет проводиться подобного рода проверка, если будет превышение. При проведении проверки вы обязаны, как я уже сказал, доказать. Доказательством будет выписка, то есть кто-то вам одолжил эти деньги. В отношении этого человека опять же инициируется новая проверка, был ли он в состоянии оказать вам ту или иную финансовую помощь. Главная цель встречи – напомнить работникам муниципальных органов, какие запреты и ограничения для них установлены федеральным законом о противодействии коррупции. Муниципальные служащие не имеют права осуществлять предпринимательскую деятельность, не имеют права ходить в коммерческие организации, в управление коммерческими организациями. Также для них существуют такие ограничения, то есть конфликт интересов при осуществлении своих полномочий. То есть, пользуясь своими должностными полномочиями, они не могут создавать особые условия для своих родственников. Например, при заключении какого-либо муниципального контракта, данный контракт не может предоставляться аффилированным лицам, юридическим лицам. То есть они, пользуясь своими полномочиями, не могут быть выгодоприобретателями при заключении тех или иных определенных соглашений. Семинар стал важной площадкой для обмена опытом и выработки совместных решений. Тамара Хашагульгова, Сулейман Костоев, МАГАЗ 24.